Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. Президент обратился с ежегодным посланием к парламенту. Внесли изменения в госбюджет 2017 года и в закон о контрольной палате. Репортаж заседания сессии Народного собрания. Четверть века на страже госбезопасности. СГБ Абхазии отмечает 25-летие. Сегодня президент Рауль Хаджимба обратился с ежегодным посланием к Народному собранию парламенту Республики Абхазия. Основная часть документа была посвящена результатам, достигнутым в экономике страны в уходящем году и первоочередным задачам на 2018 год для достижения стабильного экономического роста. В послании Рауля Хаджимба также обозначил главные приоритеты развития государства и дал конкретные поручения правительству республики. Проблемы экономики, системы образования и здравоохранения, безопасности и кадровой политики в органах государственного управления и пути решения наиболее острых вопросов в этих и других сферах жизнедеятельности государства были озвучены в ежегодном послании президента Народному собранию страны. В этом году государству пришлось понести значительные расходы по ликвидации ряда стихийных бедствий, а также чрезвычайной ситуации, имевшей место в селе Приморское. Огромный ущерб экономике страны нанесли вредители сельхозкультур. Показатели по туристическому сезону не в лучшую сторону отличаются от предыдущих, отметил президент. Но несмотря на это, государство выполнило все взятые обязательства по выплате заработной платы и социальных пособий. Финансирование других значимых бюджетных расходов также осуществлялось ритмично и системно с учетом приоритетных направлений, подчеркнул в своем послании президент. Экономическая политика страны должна быть ориентирована на постоянный экономический рост, отметил Рауль Хаджимба. Только развитие собственной экономики позволит стране прочно стоять на ногах, наполнит реальным содержанием суверенитет и независимость абхазского государства. В связи с этим Рауль Хаджимба поручил правительству выработать набор конкретных действий, выверенных точечных мер по поддержке эффективных конкурентоспособных отраслей экономики. Начатый в 2015 году курс государственной политики, направленный на повышение собственных доходов бюджета, будет продолжен и в 2018 году. Как отметил президент, жить посредством, то есть расходовать эффективно и создавать стимулы для роста, именно этот лозунг должен стать основой философии бюджетной политики. Мероприятия, направленные на повышение качества налогового и таможенного администрирования, также будут продолжены, подчеркнул глава государства. Акцент нужно делать не на увеличение фискальной нагрузки на законопослушных налогоплательщиков, а на выявление тех предпринимателей, которые, используя бреши в законодательстве, применяя коррупционные схемы, уходят от справедливого налогообложения и создают нездоровую конкуренцию добросовестным предпринимателям. Необходимы налоговые реформы, адаптированные к местным условиям ведения бизнеса. Эти реформы требуют времени и взвешенных решений. Они должны быть адаптивными и гибкими, нацеленными на максимальную точную настройку системы налогообложения. Актуальным остается вопрос отмены или модернизации неэффективных налогов, сокращения их численности, введения упрощенного режима налогообложения. Новые предложения по реформированию налогового законодательства должны быть направлены прежде всего на систематизацию и оптимизацию налоговых режимов, простоту исчисления и уплаты налогов, предоставление налогоплательщику права выбора наиболее оптимального налогового режима. Поручаю правительству завершить работу над концептуальными основами реформирования налоговой системы и представить свои предложения к концу второго квартала 2018 года. Одной из основных задач президент обозначил обеспечение населения качественной, высококвалифицированной и доступной медицинской помощью, внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний. В 2016 году был принят закон о здравоохранении. На данный момент идет работа по разработке соответствующей нормативно-правовой базы. Ведется работа по подготовке проектов постановлений Кабинета министров об утверждении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, о платной медицинской помощи, о лицензировании фармацевтической деятельности и частной медицинской деятельности. В соответствии с мировыми образцами приводятся стандарты и протоколы лечения больных. Как мы говорили и ранее, нужно планомерно переходить к международной практике
оплаты за оказание медицинской помощи. Граждане должны иметь право выбора – пользоваться бесплатными или частично оплачиваемыми услугами государственного здравоохранения, либо прибегать к возможностям частных медучреждений. Поручаю Министерству здравоохранения в 2018 году завершить работу по нормативно-правовому оформлению реформирования системы здравоохранения. Президент особо обратил внимание на обеспечение общественной безопасности и борьбу с преступностью как на одну из ключевых задач государства. Рауль Хаджимба отметил, что законодательство, регламентирующее деятельность милиции, не отвечает существующим вызовам и реалиям. Система управления правоохранительных органов громоздка и неэффективна. Поручаю Министерству внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными органами, депутатами и общественностью разработать и представить в парламент проект нового закона о милиции. Новый закон должен обеспечить более надежную защиту прав граждан, их собственности, интересов общества и государства, способствовать формированию в общественном сознании нового облика сотрудника милиции. Необходимо провести переаттестацию личного состава МВД, оставить на службе достойных сотрудников, которые могут и хотят работать на благо общества и государства. Существующее штатное расписание МВД раздуто, оно неэффективно. Поэтому поручаю Министерству внутренних дел представить предложение по его оптимизации, подчеркну, существенной оптимизации. Высвобожденные в результате оптимизации средства мы направим на дополнительное финансирование основной деятельности органов внутренних дел. Государство и впредь будет всемерно поддерживать работу Государственного комитета по языковой политике и других госучреждений, деятельность которых направлена на развитие и укрепление абхазского языка. Без серьезных усилий по сохранению и развитию абхазского языка, укреплению его реального статуса, значительного расширения коммуникативных возможностей невозможно обеспечить прочную идеологическую и культурно-ценностную основу государственного развития, убежден Рауль Хаджимба. Как отметил в завершении послания глава государства, вопросы стратегической повестки и планы на ближайшую перспективу не должны оставаться лишь декларациями. Они должны исполняться в полном объеме. Только тогда будут достигнуты существенные результаты. После оглашения послания свое мнение высказали депутаты парламента Леонид Чамагуа и Левон Галустян. Большая часть послания все-таки посвящена экономической ситуации в стране и даны конкретные поручения правительству в части, касающейся налоговых изменений, оптимизации сбора налогов и ряд других поручений. Кроме того, по направлениям, если отмечать, конечно, обращает на себе внимание вопрос, связанный с реорганизацией МВД. Надеюсь, что указанные сроки и поставленные задачи Кабинета министров будут реализованы в 2018 году, и мы увидим конкретные результаты. Очень важно для меня было то, что президент давал конкретные поручения тем или иным министерствам и ведомствам по изменению ситуации к лучшему. Я думаю, что те задачи, которые определил президент для органов исполнительной власти, они найдут свое решение в 2018 году. Это сможет качественно изменить ситуацию. Были определенные вопросы по совершенствованию законодательства нашей страны. Парламент в целом готов к конструктивному диалогу, конструктивной работе с субъектами законодательной инициативы, но все те проблемы, о которых говорил президент Рауль Хаджимба, невозможно решить без объединения абхазского общества. Мне кажется, тот посыл, который сегодня был сделан президентом, он самый важный, и на это нужно обратить внимание. После небольшого перерыва депутаты продолжили заседание сессии Народного собрания парламента Республики Абхазия. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Полностью послание президента парламенту смотрите сразу после новостей. Завтра, 21 декабря, состоится итоговая пресс-конференция президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба. Глава государства ответит на широкий круг вопросов, касающихся практически всех сфер жизнедеятельности республики. На заседании сессии парламента депутаты рассмотрели 3 проекта закона, которые были приняты в первом, во втором окончательных чтениях. Подробности в материале Ренаты Шакая.
Представленный проект закона Республики о внесении изменений в закон страны о республиканском бюджете на 2017 год вызвал бурное обсуждение среди парламентариев. В рамках проекта предлагалось внести тактические изменения в текущий бюджет. Как отметил министр финансов страны Дмитрий Сериков, изменения связаны с решениями, принятыми в ходе заседаний межправкомиссии в этом году. В текущем бюджете инвестпрограмма наша утверждена в размере 2 миллиардов 96 миллионов. Она увеличивается на 489 и будет по текущему году составлять более 2,5 миллиардов рублей. При этом расходы бюджета увеличиваются на 975 миллионов рублей. При этом расходы главным образом увеличиваются за счет, опять же, увеличения инвестпрограмм на текущий год, о которых я говорил выше, а также за счет тех остатков, которые были сформированы на 1 января 2017 года, переходящих остатков денежных средств, на реализацию тех мероприятий, которые были запланированы в 2016 году. Помимо этого, расходные обязательства увеличиваются на 150 миллионов рублей на пополнение резервного фонда президента. Помимо к ним добавляется переходящий остаток на 1 января 2017 года, который образовался от резервного фонда президента 2016 года. И в соответствии с последним заседанием межправкомиссии на резервный фонд президента переправляется часть средств, которые сформировались в результате экономии, связанного с реализацией мероприятий по внедрению системы казначейства. Помимо этого, в расходных обязательствах небольшие тактические изменения. Связано это в первую очередь с изменением дотаций большей части наших администраций наших районов. В общей сложности на увеличение дотаций районам планируется направить 61 миллион рублей. Увеличение дотаций касается всех районов, кроме Сухумского района и города Сухум. Связано это в первую очередь с тем, что по текущему году большинство районов, к сожалению, по доходной части практически наверняка свой объем доходов не выполнит. Сухумского района будет преувеличение доходов, причем очень существенно, а город Сухум идет по плану выполнения своих доходов и в полном объеме могут выполнять свои обязательства. Дмитрий Сериков также объяснил внесенные изменения в закон о госбюджете 2017 года, который приостанавливает действие закона о бюджетном устройстве в части нормирования расходов на резервный фонд президента. Изначально в законе о бюджете на 2017 год составлял 350 миллионов и повышается практически до 520 миллионов рублей. Этим проектом закона о внесении изменений в бюджет 2017 года вносится пункт, который приостанавливает действие закона о бюджетном устройстве в части нормирования расходов на резервный фонд. Я напомню, что в рамках действующего закона он не может превышать 5%. Но в связи с тем, что нам Российская Федерация предоставила в этом году дополнительную сумму, предоставляет в размере 150 миллионов рублей, главным образом эти средства, в принципе, в полном объеме будут направлены на последствия, связанные с ситуацией в Приморском. Сумма превышает установленный лимит в 5%, и мы предлагаем этим бюджетом приостановить это действие норме ровно до конца этого года, для того, чтобы мы могли потратить эти деньги из резервного фонда на ликвидацию последствий стихийного бедствия, произошедшего в августе в село Приморское. Как отметил Дмитрий Сериков, после того, как деньги будут перечислены на счет резервного фонда президента, эти средства будут направлены на ликвидацию последствий взрыва в селе Приморское. Между тем, как сообщил заместитель начальника управления капитального строительства Астамур Джекерба, в селе Приморское практически на 90% проведена работа по замене кровли поврежденных взрывов домов. Работа идет, но есть и задолженность перед строителями. Есть небольшое количество людей, которых мы еще не смогли по домохозяйствам, которые работы выполнить. Есть вопросы пока не решенные не только по домам, но и по подсобным зданиям или помещениям, то бишь это либо коровники или там сараи. Это что касается кровли. По окнам замена окон произведена практически 100%, там небольшая сумма задолженности есть. Количество домов вообще по списку 228. Какие-то дома уже почти под кровлю.
где-то пояс завязываем, да, там первого этажа. Но медленно работаем из-за того, что на самом деле работаем практически в долг. Депутат парламента Александр Анкваб отметил, что возникшее обсуждение проекта закона республики о внесении изменений в закон о республиканском бюджете на 2017 год показало, по его словам, насколько сложна и непредсказуема судьба исполнительной власти. По его мнению, резервный фонд президента должен формироваться из собственных средств. Резервный фонд президента должен быть сформирован из собственных средств Республики Абхазия. И тогда вот те разговоры, которые есть, самого разного толка, да, от непрозрачности до чего-то еще, эти все проблемы отпадут. Тогда мы можем и с точки зрения абхазского законодательства внести какие-то изменения, если эти законы есть, если их нет, их написать. Что такое срочные неотложные аварийно-восстановительные работы, что такое стихийное бедствие. Нам всем вместе есть над чем подумать. Но, думаю, самое главное в нашем сегодняшнем разговоре не это. Самое главное то, что мы должны приостановить действие правовой нормы на какой-то определенный промежуток времени. И я за это. Но это очень редкое событие в жизни законодательного органа. Исполнительной власти. Это говорит о необходимости включения в чрезвычайную ситуацию. Это правильно. Я считаю, что нам надо проголосовать за эти поправки. Другое дело, как с технической точки зрения все это было. В итоге проект закона республики о внесении изменений в закон страны о республиканском бюджете на 2017 год был принят во втором и окончательном чтении. Из 27 присутствующих депутатов 23 за, 2 против. Депутат Инал Тарба представил проект закона о внесении изменений в закон о контрольной палате республики и постановление парламента об определении суммы средств на содержание контрольной палаты на 2018 год. Сотрудникам Контрольной палаты Республики Абхазия, в том числе членам коллегии Контрольной палаты Республики Абхазия, устанавливается ежемесячное денежное вознаграждение, не поощрение, в размере установленных должностных окладов. За успешное и добросовестное выполнение сотрудниками Контрольной палаты должностных обязанностей, безупречную работу, а также в связи с юбилейными датами и праздничными днями предусматриваются следующие виды поощрений. Выдача денежной премии, объявление благодарности, награждение ценным подарком и награждение почетной грамотой. Как сообщил председатель контрольной палаты Абхазии Роберт Ашба, в текущем году контрольная палата сэкономила практически на всех статьях расхода. Сумма остатка составила 1 миллион 300 тысяч рублей. Контрольная палата окажет помощь фонду Асхара, перечислив эти средства на счет фонда. Рената Шакай, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. Четверть века на страже госбезопасности службе государственной безопасности Республики Абхазия исполнилось 25 лет. По этому поводу сегодня в Сухуми состоялось торжественное мероприятие. В нем приняли участие президент Абхазии Рауль Хаджимба, спикер Народного собрания Валерий Кварч и премьер-министр Беслан Барцыц. Мероприятие, приуроченное к 25-летию создания Государственной службы безопасности и пограничного отряда СГБ Абхазии, началось под звуки гимна республики. Президент Рауль Хаджимба выступил с поздравительной речью, в которой подчеркнул, что на сотрудников службы госбезопасности возложена большая ответственность. Невозможно переоценить роль военнослужащих службы государственной безопасности в обеспечении безопасности на пограничных территориях в неспокойное послевоенное время. Самоотверженность и готовность до конца выполнять свой долг не понаслышке знакомы сотрудникам наших органов госбезопасности. Мы выражаем признательность и слова благодарности ветеранам, чей боевой профессиональный опыт позволил выстроить основы деятельности по обеспечению безопасности государства. Служба в органах госбезопасности требует не только определенных навыков, но и высоких моральных качеств. Служба в госбезопасности требует от человека особых качеств, особого склада характера, твердой веры в правоту и справедливость своего дела. Абхазские чекисты и пограничники стоят на страже национальных интересов нашей Родины, защищая ее территориальную целостность, конституционный строй и безопасность наших граждан, отметил председатель СГБ Абхазии.
проявляя героизм, мужество и отвагу, личный состав достойно выполняет свой профессиональный долг. Многие из них награждены боевыми наградами. Лучшие сыны своего народа сложили головы, защищая рубежи нашей Родины, ее свободу и независимость. Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость от сна. Мы гордимся ими. Память о них навсегда останется в наших сердцах. Минутой молчания почтили память тех, кто сложил головы, защищая Родину. Начальник пограничного отряда службы государственной безопасности Абхазии Надар Чичхиани поздравил пограничников с профессиональным праздником и пожелал спокойных границ, отметив, что 25 лет – очень значимая и весомая дата. Мы непрерывно работаем над повышением своего профессионального уровня. Помним, что пограничник – лицо государства. Сотрудник, осуществляющий паспортный контроль, обязан быть вежлив, выдержан и бдителен. Это те люди, которые первыми встречают и последними провожают гостей нашей республики, формируя их представление о нас и о нашем гостеприимстве. Именно так мы ориентируем и непрерывно обучаем своих подчиненных. Еще раз сердечно поздравляю всех граждан нашей страны, военнослужащих и гражданских служащих пограничного отряда Службы государственной безопасности Республики Абхазия всех категорий. Абхазских коллег поздравляли и гости из Российской Федерации и Южной Осетии. Сегодня органы безопасности Абхазии обладают серьезными оперативными, кадровыми, аналитическими возможностями. Они на деле демонстрируют умение эффективно решать исключительно ответственные задачи, главная из которых – защита республики от внешних и внутренних угроз, противодействие разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб и организаций, борьба с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью и коррупцией, охрана государственных границ. Нынешнее поколение абхазских чекистов бережно хранит и приумножает профессиональные, патриотические и ратные традиции своих предшественников. Благодаря профессионализму сотрудников Комитета госбезопасности пограничной службы республики народ Абхазии может быть спокоен, ведь Родина под надежной охраной на всех рубежах. Сегодня в нашей программе смотрите документальный фильм, рассказывающий об истории создания и сегодняшнем дне службы госбезопасности Абхазии. В Сухумском государственном музыкальном училище имени Алексея Чичба состоялось награждение победителей 9-го республиканского конкурса. В мероприятии приняли участие преподаватели музыкальных учреждений Абхазии, видные деятели культуры. Ежегодный республиканский конкурс имени Алексея Чичба – одно из значительных музыкальных событий в Абхазии. В жюри конкурса известные деятели музыкальной культуры нашей страны. Республиканский конкурс каждый год собирает учеников музыкальных школ из всех городов Абхазии. В программе участников одни из самых сложных музыкальных произведений. По итогам 9-го конкурса состоялось вручение наград 22 победителям в различных номинациях. Республиканский конкурс проходит уже 9-й год подряд. За это время в нем приняло участие не одно поколение талантливых детей. По словам его организаторов, количество участников с каждым годом увеличивается. Более того, повышается и уровень мастерства выступающих. Мы проводим этот конкурс с большим воодушевлением, потому что в этом конкурсе должны принимать участие учащиеся музыкальных школ со всей республики. Конечно, эти конкурсы, они направлены не только на то, чтобы дети приезжали здесь и играли, они направлены на общее культурное развитие, развитие в музыкальной сфере. И первые плоды этих конкурсов мы видим, потому что 2 из участниц нашего конкурса уже стали стипендиантами фонда имени Спивакова. В этом году награждение проходило по 3 номинациям. Для учащихся струнного отделения фортепиано впервые в конкурсе приняли участие ученики отделения духовых инструментов. Юная скрипачка Мария Эмилия Терзян-Хагба участвует в конкурсе уже несколько лет подряд. В этом году она стала обладателем гран-при. Для девочки, которая уже давно решила связать свою судьбу с музыкой, победа в конкурсе значит многое. Когда мне сказали, что я заняла гран-при, я вообще не поняла, грустно мне или весело, сидела в ступоре. Но когда мне мама объяснила, что значит гран-при, то я очень сильно обрадовалась. В первую очередь хочу сказать большое спасибо жюри за то, что они мне дали такую оценку. На самом деле я очень люблю свой инструмент, прям до слез люблю. И недавно у нас был мастер-класс, приезжал Михаил Семенович Казиник, и
15-го он со мной занимался. Мне очень понравилось, с ним можно заниматься вечно, он прям как из какой-то сказки. За неоценимый вклад в развитие и обучение детей искусству были награждены почетными грамотами и педагоги музыкальных учреждений Абхазии. После вручения наград в музыкальном училище состоялся гала-концерт. Сария Смыр, Ильдар Дамиров. Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеоцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода, ночью и утром ливневый дождь, днем временами слабый дождь. Температура воздуха ночью 5-10, днем 8-13 градусов, температура морской воды 12 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.